Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши-Укшара. Сегодня в программе «В ловушку на курицу» житель села Лыхны поймал леопарда. Забытые образы эпохи. Фотовыставка в храме села Каман. Отключение воды – мера вынужденная. Водоканал продолжает замену труб. Сегодня в Народном собрании Абхазии прошла встреча депутатов с министром внутренних дел Гарри Аршба. Встреча была организована парламентским комитетом по обороне и безопасности, возглавляемым депутатом Ильей Гуния. Гарри Аршба рассказал о состоянии дел в сфере правопорядка и борьбы с преступностью. Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью Министерства внутренних дел. Вечером 15 ноября в центре села Лыхны был пойман леопард. Хищника в селе заметили еще несколько недель назад. Как полагают ученые, леопард вышел к людям, так как родился в неволе. Позже стало известно, что пойманный хищник – переднеазиатский подвид леопарда. Возможно, это одно из 3 животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов. Программу восстановления популяции леопардов на Кавказе курировал лично президент России Владимир Путин. Все подробности событий в репортаже Алики Трапш. Уже с самого раннего утра в селе Лыхны, на месте, где был пойман переднеазиатский леопард, начали собираться люди, чтобы взглянуть на зверя. К самой клетке близко никого не подпускают, так как хищник может проявить агрессию. В клетке с леопардом смело расхаживает черная курица, та самая, что стала для него наживкой. Остается загадкой, почему хищник так и не тронул птицу. Но местные жители подшучивают, что леопард, налакомившийся уже не одним десятком домашних птиц, решил стать вегетарианцем. Другие же считают, что у зверя, попавшего в ловушку, из-за стресса пропал аппетит. Так или иначе, леопард нанес немалый урон домашнему хозяйству жителей села Лыхны. В течение 1,5 месяца он съел около 100 кур и индеек. Но сельчане не особо злятся на хищника. Соседских индюшек и соседских кур в радиусе километра он хорошо почистил. Я немножко боялась в сад зайти, фиоха собрать, думаю, и сзади. Но мы понимали уже, что он не набрасывается. Тут телята соседские ходят, он никого не трогал. Сельчане предполагали, что эта дикая кошка каждую ночь крадет кур. Однако после того, как они услышали дикое рычание, подумали, что это все же волк, и начали каждую ночь караулить его. Когда люди обнаружили, что кур крадет леопард, они решили его поймать и соорудили клетку-ловушку с приманкой. Решили сделать ловушку. Тут братья мои, соседи, все помогли мне. Дома сварил я, они помогли, поставили. Ну, вначале наживка другая была. Я свежее мясо повесил, на рынке взял, но не захотела. Потом знаем, что кур любит. Ну, курица последние 4 дня сидела, ну, на курицу вот так клюнула, значит. Когда попал в клетку, тут вот с братом моим, когда увидел его, позвал, мы решили чуть усилить его это. Ну, мы подошли, мы усилили, но он навстречу так агрессивно, на сетку, аж, ну, так в упор, зрелище не очень приятное. Поймав леопарда, местные жители позвонили в Кавказский государственный биосферный заповедник, так как на территории Абхазии уже более 70 лет не было замечено леопардов. Специалисты заповедника тут же выехали на место. Мы сейчас его обезопасим только для того, чтобы можно было, не было опасно людям и не было опасно ему. Клетку специальную привезли, которая соответствует требованиям. Берем кровь ДНК, отправляем в Москву, и через сутки мы получим ответ, наш или не наш. Чтобы пересадить леопарда в другую клетку и взять у него анализ крови, специалисты усыпили зверя. Затем они осмотрели его. Общее состояние хищника они признали хорошим. Оказалось, что это самка, возраст которой не более 4 лет. По наблюдениям экспертов, леопард, пойманный в селе Лыхны, один из 3 животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов. Этот факт через 3 дня должен будет подтвердить анализ крови хищника. А пока леопард будет находиться в Кавказском государственном биосферном заповеднике в Сочи. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В монастыре села Каман состоялась фотовыставка семьи Романовых «Забытые образы эпохи», организованная в рамках проекта «Императорская музыкальная коллекция». На выставке побывали наши корреспонденты, репортажа Ренаты Шакая.
Каманском монастыре появилась бесценная возможность прикоснуться к неизвестным страницам жизни царской семьи Романовых. В теплой атмосфере гости из обеих столиц Абхазии и России могли насладиться представленной выставкой «Забытые образы эпохи». Фотовыставка – собрание уникальных фотоснимков, многие из которых были сделаны лично членами императорской семьи. Портреты и семейные фото, эпизоды коронации и личных семейных встреч с царскими особами европейских государств. Наиболее полное собрание фото из альбомов семьи Романовых. Выставка организована в рамках проекта «Императорская музыкальная коллекция». Весь проект включает в себя более 200 фотографий. В Каманском монастыре было представлено 30 копий и 26 нот. Император Николай II очень дружил с великим сказителем абхазским Чацбачагом. Он приглашал его к себе и подолгу с ним беседовал. Устраивались приемы, где император встречал абхазских князей, дворян, беседовал с ними. И, конечно же, надо сказать, что все наши сиятельные, светлейшие князья, все учились в пажеском корпусе, и все были пажами при дворе. Яркую роль играла при дворе также фрейлина обеих государынь. Это единственный титул, который носила княжна Мэри Чачба, титул обеих государынь. Княжна Мэри пользовалась большим уважением и авторитетом в императорском доме. И поэтому постоянно сопровождала Марию Федоровну. Императорская музыкальная коллекция – результат многолетней работы по реставрации документов из засекреченных в советское время архивов семьи Романовых. В руки историков и реставраторов попали сенсационные фотографии, бесценные рукописи музыкальных сочинений, самые старые из которых датированы 1960 годом. Собранная коллекция состоит из 20 произведений, написанных императором всероссийским Александром II, великой княгиней Александрой Иосифовной, великим князем Константином Константиновичем Романовыми. Последний раз эта музыка звучала 1,5 века назад, исключительно в близком кругу царской семьи. Она исполнялась для членов императорской фамилии, близких родственников, августейших особ Европы. Кроме того, настоящим царским подарком стало выступление оперной певицы Альдоны Цко, которая исполнила романс, написанный российским императором. Лет мы собирали в архивах, собирали в частных коллекциях. Мы ездили по всему миру, чтобы собрать частичками, буквально частичками эти фотографии. Фотографии, которые вы видите, это, знаете, это не фотографии, которые делались для Репаблика. Это частные фотографии, это как раз Романовы в жизни, Романовы в быту, Романовы как люди. То есть наша задача была показать наших императоров не как властителей, а именно как обычных людей, у которых есть чувства, любовь, все чувства, которые присущи человеку. Часть фотографий нам дарил господин Романов, который уже теперь жил в Гштаде, в Швейцарии. Это были его личные архивы. Вы видите, это первые копии с подлинников. То есть это не подлинники, это факсимили. Мы постарались, если вы ближе посмотрите сами фотографии, это уникальная печать, то есть на таком зеркале, чтобы более точно, более качественно вы видели нюансы. Семья Арбели, петербургская семья ученых Арбели окормляется здесь у нас в Абхазии, в нашем монастыре, и они преподнесли нам это старинное яйцо, которое принадлежало самому цесаревичу Алексею II. И нам временно дали возможность показать вам это уникальное издание Константина Романова. Вот он на фотографии, князь Константин Романов. Он был прекрасным поэтом. В свою очередь, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии отметил важность такого мероприятия и выразил надежду, что и в дальнейшем в Абхазию будут привозить столь ценные вещи. То, что мы сегодня вспоминаем именно людей, вспоминаем
ту царскую семью, которая 300 лет управляла Российской империей именно с такого человеческой точки зрения. Фотографии, музыка, воспоминания – это на самом деле очень правильно и очень трогательно. Другой аспект сегодняшнего мероприятия – место его проведения. Конечно, я совершенно согласен с тем, что было сказано. О Каманском монастыре должны знать гораздо больше людей в России, во всем мире. Выставка будет открыта в Каманах всего один день. Далее она будет представлена в Москве, а затем в Париже. Копии 26 нот 7 Романовых переданы в дар Каманскому монастырю. Рената Шака, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В Сухуме создана Ассоциация некоммерческих организаций Абхазии, в которую входит 13 некоммерческих организаций. Председателем ассоциации решением общего собрания был единогласно избран президент Международного фонда АПСН Сенер Гогуа. Цель создания ассоциации – консолидация и координация действий в области гуманитарных, социальных и культурных проектов, направленных на развитие нашего общества, на решение проблем незащищенных слоев населения, защита прав и интересов организаций, членов ассоциации, способствование развитию взаимодействия не только между общественными организациями, но и с властными структурами государства. Ассоциация некоммерческих организаций Абхазии является открытой для членства. Ее учредителями являются такие организации, как Движение матери Абхазии за мир и социальную справедливость, КБФ Ашана, Центр гуманитарных программ, Сухумский дом юношества, Послы доброй воли Абхазии, Ассоциация инвасодействия и другие некоммерческие организации Абхазии. Сегодня на весь день и до 3 часов ночи прекращена подача питьевой воды в Нагорной части города на старом поселке Виеме в связи с заменой старой трубопроводной трубы на улице Гумистинская. О том, какие тут проводятся работы и когда они будут завершены, расскажет Саресмар. На одной из улиц в новом районе столицы сотрудники Сухумского водоканала проводят капитальный ремонт главного трубопровода. Стальной трубе, которая ранее обеспечивала этот район водой уже более 50 лет. Она выработала свой ресурс, поэтому было множество утечек, которые специалисты устраняли здесь чуть ли не каждую неделю. Но это не помогло решить проблему. Тогда было принято решение о замене ветхой стальной трубы на новую, полиэтиленовую, диаметром 800 миллиметров. Здесь очень сложный участок. 4 стыка надо сегодня заварить в 800-ку. Это не так легко. Я думаю, сегодня мы закончим. Это новый водовод. У нас участками заложены остальными, где есть сложные участки, мы на остальную материал мы укладываем. А так у нас из 6 километров около 5 километров у нас будет полиэтиленовая труба. Прокладывать новую трубу начали с самого утра, в связи с чем подача воды в нескольких районах столицы сегодня прекращена до 3 часов ночи. Специалисты уверяют, что работы завершатся в срок, но тем не менее воду отключать придется еще не раз. Трубу будут прокладывать частями. Полностью новая труба. Видите, как работаем по грязи вот это, а так сложности нету. Вовремя срока мы должны исправиться. Вовремя срок, что есть, на этом мы исправимся. Работы по прокладке нового водопровода на улице Гумистинская проводятся за счет средств Российской инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Полностью работа будет завершена только в 2019 году. В общей сложности будет заменено более 6 километров трубопровода от насосной станции на массиве Гумисты до центра столицы. Сария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью возможен дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 11-13, днем 19-21 градус. Температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.